Уважаемый господин президент, уважаемые гости, еще раз приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет очень большое значение. И сегодня на встрече 1 на 1 мы подробно обсудили многие вопросы. Наша повестка дня достаточно обширна. Сегодня мы говорили о возможном сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах. По всем обсужденным вопросам наши взгляды совпадают. Естественно, ваш визит окажет очень положительное влияние и на наше дальнейшее сотрудничество. Наши политические отношения еще больше укрепятся. Надеюсь, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в торговом обороте появится положительная динамика. Сегодня мы провели с вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с КОП-29 и выражаю вам благодарность за оказанную нам поддержку. Сегодня мы также обсудили возможности сотрудничества в области образования, культуры и других сферах, и все наши обсуждения еще раз свидетельствуют о том, что у нас единая позиция по этому вопросу. До вашего официального визита были организованы взаимные визиты делегаций Конго и Азербайджана. Это были шаги, направленные на подготовку к визиту. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, и достигнутые договоренности значительно усилят наше сотрудничество. Еще раз добро пожаловать. Господин президент, прежде всего хотел бы выразить вам благодарность за созданные нам условия для посещения вашей прекрасной страны, вашего красивого города, вашей столицы. Мы давно слышали о Баку и благодаря вашему приглашению посетили Азербайджан и Баку. Я еще раз выражаю вам благодарность за это. Вы сделали обзор нашей встречи 1 на 1. Я просто хотел бы сделать пару комментариев о том, что между нашими странами имеется огромный потенциал, который может внести вклад в развитие для наших народов. К примеру, я отметил, что наша страна имеет огромный сельскохозяйственный потенциал, и мы, возможно, используем только 3% пассивных угодий, а это означает, что вся остальная часть готова к использованию. У нас есть обильные источники воды и солнца, которые светят круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства. К примеру, мы можем производить продукцию в Конго, а затем экспортировать ее. В то же время, хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии. У нас круглый год солнечно, и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере. L'énergie solaire dans notre pays. Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель – профессиональный дипломат. В 2012-2014 годах работал экспертом Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В 2014-2015 годах был директором в Центре международных отношений Тюркской академии. В 2018-2020 годах первым секретарем по политическим вопросам в посольстве Казахстана в Турции. В 2020-2023 годах Алим Байель возглавлял консульство Казахстана в Стамбуле. С 2023 года чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Азербайджане. Господин посол Алим Байель, мы очень рады видеть вас в передаче «Официальные лица». Хочу также выразить особую благодарность за то, что вы решили дать нам интервью на азербайджанском языке. Искренне верю, что наша беседа позволит нам затронуть интересные моменты двусторонних отношений. Спасибо, благодарю за визит. Как вы оцениваете нынешний уровень отношений между нашими странами? Каким вы видите будущее отношения между странами после государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан? Сотрудничество между нашими странами развивается во всех сферах. Отношения находятся на самом высоком уровне. Наши президенты регулярно проводят встречи. Диалог между ними основан на взаимном доверии. С 11 по 12 марта состоялся государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Сам президент очень высоко оценил этот визит. Он подчеркнул, что эта поездка прошла очень успешно. Это был первый визит главы иностранного государства в Азербайджан после инаугурации президента Азербайджана Ильхама Алиева, и это была символическая поездка. В ходе визита перед правительствами были поставлены новые задачи. Было подписано 14 документов, охватывающих различные сферы нашего сотрудничества.
Президент Казахстана особо подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками. Как сказал господин Токаев, с 2020 года по настоящее время наш товарооборот вырос в 5 раз, и динамика роста положительная. Например, в прошлом году наш товарооборот составил $530 миллионов, что является историческим рекордом. Но наш потенциал намного больше. Кроме того, Казахстан и Азербайджан совместно реализуют крупные проекты, имеющие большое значение не только для наших стран, но и для всего региона. К ним можно отнести совместное развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, транспортировку казахстанской нефти и урана по территории Азербайджана. Например, в прошлом году по транскаспийскому транспортному маршруту было перевезено 2,76 миллиона тонн груза, при этом прирост составил 65%. А в этом году мы ожидаем прирост до 4,5 миллиона тонн. В ходе визита президента Токаева был подписан документ о поэтапном увеличении транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан. В целом работы много, и я хочу сказать, что будущее сотрудничество Казахстана и Азербайджана светлое. Миру нужны надежные, стабильные, прочные государства, такие как Казахстан и Азербайджан. К слову об инаугурации. Господин президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации заявил, что наша семья – это тюркский мир, и у нас нет другой семьи. Какой вклад может нести Казахстан в развитие и укрепление организации тюркских государств? Организация тюркских государств подтвердила, что является эффективной действующей структурой. Она работает над тем, чтобы наши народы стали еще ближе. Я работал в первом составе организации, поэтому хорошо знаю ее потенциал. Будучи частью тюркского мира, мы находимся в географическом положении, имеющее стратегическое значение. Средний коридор проходит через наши территории. Для мировой экономики мы являемся странами с важными ресурсами. Вы сами видите, что геополитическая, геоэкономическая ситуация в мире очень сложная. С этим связаны некоторые риски, но в то же время это дает нам дополнительные возможности, которыми можно воспользоваться в том случае, когда мы работаем вместе как единое целое. Поэтому мы однозначно согласны с тем, что сказал господин Ильхам Алиев. Желаю вам высоких достижений. Как я поняла, это ваше первое эксклюзивное интервью после визита господина Токаева. Совершенно верно. Господин посол, Азербайджан и Казахстан тесно сотрудничают во многих сферах. В каких областях больше всего нужно развивать отношения? Наши экономические отношения не должны отставать от политических, и наши структуры работают над этим. У нас есть для этого отличные идеи и проекты. Например, одной из главных новостей прошлого визита стало подписание документа о создании Казахстанско-Азербайджанского инвестиционного фонда. С помощью этого фонда мы сможем реализовать интересные экономические проекты не только на территории Казахстана и Азербайджана, но и в третьих странах. Первоначально объем фонда составит $300 миллионов. Однако мы ожидаем, что в дальнейшем его объем увеличится. Кроме того, Казахстан реализует прокладку оптоволоконной линии связи и электрического кабеля по дну Каспийского моря. Благодаря этим проектам значимость наших стран на международной арене возрастет. Транскаспийский международный транспортный маршрут находится в центре внимания сотрудничества. Как эта инициатива влияет на региональное сотрудничество и способствует экономическому развитию обеих стран? Казахстан заинтересован в развитии среднего коридора. Казахстан и Азербайджан обновляют и расширяют свои инфраструктуры, в том числе железнодорожную и портовую инфраструктуру. Конечно, необходимо применять единые тарифы, необходимо устранить недочеты. Именно с этой целью в прошлом году железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии создали совместное предприятие, которое будет работать в этом направлении. Если отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются, и если будут открыты коммуникации, эта транспортная работа будет развиваться дальше, что даст нашим странам и региону в целом максимум выгоды. Господин Баель, как казахстанские компании могут участвовать в восстановлении Карабаха? Казахстанский народ был очень рад победе Азербайджана в Карабахе. Мы сразу выразили свою поддержку. 12 марта во время визита состоялось открытие Центра детского творчества имени Курмангазы, на котором присутствовали главы наших стран.
Казахстан планирует также строительство центральной районной больницы в городе Физули. В целом Казахстан может участвовать во всех проектах в Карабахе. Если азербайджанская сторона заинтересована в этом, я думаю, казахстанские компании будут готовы инвестировать в развитие этих территорий. По неофициальным данным, в Казахстане проживает более 150 тысяч азербайджанцев. Как вы оцениваете деятельность азербайджанской общины в Казахстане? Азербайджанская община является неотъемлемой частью народа Казахстана и всегда была активна в годы независимости. Азербайджанцы внесли свой вклад в развитие Казахстана. В Казахстане есть известные политики, предприниматели и художники азербайджанского происхождения. Например, одним из известных общественных деятелей является Асылы Осман ханым, известная как защитница казахского языка. Азербайджанская община никогда не сталкивалась с проблемами в Казахстане. Самое главное, что за годы независимости азербайджанская община не уменьшилась, а наоборот сохранила и даже увеличила свою численность. Азербайджанцы и казахи имеют общие корни, культуру, традиции, исторически связаны. Кроме того, этих народов объединяет тождество языка и религии. Мы связаны этноязыковой общностью. Хотелось бы продолжить наш разговор о наших общих корнях и культуре. Наши народы не забыли свою историю, язык, культуру, братство. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить весь Азербайджан с праздником Новруз и священным месяцем Рамадан. Новруз означает новый день, новое начало. И сегодня Казахстан и Азербайджан действительно вступают в новый период. И в целом можно сказать, что в тюркском мире начинается новая эра. Главное, что мы можем в полной мере использовать эту благоприятную ситуацию в своих интересах. Господин Баель, я благодарю вас за ваше мнение. Оно важно для нас. Желаю, чтобы братские связи между нашими странами были вечными. Благодарю вас. Спасибо вам за визит. Выражаю свою благодарность и Баку ТВ, и вам, Севинч ханым. Это мы благодарим вас. После встречи наших президентов в Баку, это первое эксклюзивное интервью, которое я дал вашему каналу. То, что происходит сейчас в Казахстане, это не просто весенние паводки, это экологическая катастрофа, судя по сообщениям с мест. В Актубе, в окрестностях Актубе, там в прошлом году были паводки, и целый аул переместили на новое место, на возвышенность, и в этом году залило. Теперь уже и залило и возвышенность, там, где в прошлом году не было снега и воды. И теперь эти дома вновь пришли в негодность, потому что по самой крыше паводкой воду захватили. Как считал, мне рассказывают очевидцы о том, что происходит сегодня у них в регионе. Говорят, снега в этом году было в 3 раза больше годичной нормы. И старик один Аксакал приходил в акимат, говорил акиму о том, что надо лед взрывать на реке, подготовиться. Но аким у нас сам, сусам, как говорится, да, сам умный, не прислушался к совету. И вот когда начало таять резко, говорит, резко 8 градусов тепла, сразу поднялась температура, чего, как считал, никогда не было отроду, чтобы сразу так тепло приходило. И снег начал резко таять, и тут же ливень пошел. В ту ночь, говорит, шел ливень большой, и все совпало вот так, и пошла большая вода. И большая вода пошла по реке, по руслу реки, а там лед. Его не раздолбили лед. И перехлынуло это русло. И залило дома, на 2 метра высотой поднялась вода. Одним словом, страх и ужас, да. И еще тут жители, как считал, рассказывают, что это событие следует рассматривать как большой джуз. Я же продолжаю. Почему говорят джуз? Потому что, говорят, этой зимой шли ливневые дожди, а потом ударил мороз 40 градусов. И там образовалась корка льда. И лошади не могли достать себе прокорм из-под снега. И тут же из России, в это же время, из России
в Казахстан бегут олени, у них там тоже джут большой. И прям, говорит, эти олени, северные олени, они заходили прям в Кокшетау, не боялись людей, выпрашивали хлеб, говорит, у них. А вечером, ночью эти олени проходили в поселке и воровали сено. И люди охраняли свои, ну, для прокорма своих лошадей, да, сено оставалось, и вот они его охраняли. И вот в этот раз, говорит, когда начались паводки, многие олени просто утонули. Такая высота 2 метра. И скот у многих жителей тоже утонул. Лошади, коровы. Это катастрофа, катастрофа. И здесь разговор о том, что сегодня наш премьер сказал, Бектенов, что организован штаб, что жителям будет восстановлено все имущество, но этого имущества очень много. Там, в Кокшетау, говорят, затопило около 7 тысяч домов. Есть такая. И говорят, что вообще в Кокшетау очень сложная ситуация. И как с этой ситуацией сейчас местная власть будет разбираться. В Актубе сложная ситуация. Вот из этих мест мы как раз не слышали, да, на протяжении всей зимы, как они готовятся к паводкам. И в то же время очень было много информации по Астане, там аким города, там освещали, как они чистят нарычную систему, как они чистят колодцы. И я думаю, что все будет зависеть во многом и от акимов, да, кто как отнесся к своим обязанностям, кто отнесся халатно, кто отнесся добросовестно. То есть вот такая ситуация, очень большие нарекания со стороны, но с другой стороны, те же очевидцы событий говорят, что такого снега они не видели, и что понятно было, что вот этой весной нам придется переживать нечто особое. И в том же Кокшетау говорят, что растаяло всего 30% снега. Вот эти 30% растаяли, и такой паводок пошел. Реки, говорят, уже не принимают воду. Озера не принимают воду. Переливают озера, переливают реки, говорят. И повезло, говорит, есть элемент такой везения, что потепление в какой-то момент остановилось и приморозило. Немного слегка приморозило. И где-то, говорит, еще 70% снега, говорит, еще не растаяло. Еще не растаяло 70% снега. А теперь они опасаются, сказали, что после 18 апреля или 17 апреля начнется новое потепление, и что градусник термометра резко скакнет до 19+. И вот тогда, говорит, следует ожидать вторых паводков. И, кстати, по той речке, то, что старик предлагал раздолбить речку взрывами, там это рядом с Кокшетау протекает река, вот старик приходил, надоедал этому акимату, говорил, вы что делаете, надо раздолбить эту речку взрывами или эскаваторами. И вот теперь старику говорили, да иди отсюда, мы сами тут умные, все сидим, а ты кто такой? Да? И вот теперь, говорят, эту речку эскаваторы долбят лед. Эскаваторы долбят лед, спохватились наконец-то, когда все затопило. Ну так у нас бывает. И еще Олжас Бектенов говорит, что вообще нету подготовки в Актубе. Депутат это не Олжас Бектенов, депутат в Актубе. Они там посещают затопленные районы, это партия Аманат. И он говорит, что не видит вообще никакой подготовки. И этот депутат заявляет о том, что Романа Скляра, ответственного за вот эту противопаводковую ситуацию, надо увольнять. А говорят, ему объявили еще один строгий выговор. И тут уже ходят там мемы в социальных сетях, говорят, ему за Экибасту строгий выговор, теперь строгий выговор с занесением, потом весь Казахстан сгорит, и еще один строгий выговор объявят. Пора бы уже увольнять, наверное, да, такого товарища. И есть такое мнение в народе, что Роман Скляр совсем не справляется со своими обязанностями. И что еще хочу сказать? О чем меня просят жители Кокшетау. Они говорят о том, что
Вот как паводки схлынут, начнут всплывать трупы животных. Трупы животных, а их очень много. Там тысячные табуны полегли, наверное. Потому что, 2 метра воды, куда лошадям спасаться, да? И вот начнется разложение трупов, начнется трупный запах, может пойти эпидемия, может начаться эпидемия. И вот как-то властям надо разбираться уже с последствиями паводков. Строительство домов, восстановление домов – это же хорошо, но надо решать и этот вопрос, надо решать и эту проблему. Вот такие у меня на сегодня огорчительные новости, скажу так прямо. То есть тяжелый год, высокосный год. И я думаю, что власти сегодня должны все силы сконцентрировать на том, чтобы справиться с последствиями паводка, чтобы людям восстановить дома. Но уже Олжас Бектенов заявил, что людям все дома будут восстановлены, имущество будет восстановлено, потерянное в ходе вот этого. Это большой джут, можно сказать и так. Да? Еще зимой он начался, говорит, из-под снега скот не мог достать себе траву. И вот сегодня вот это продолжается, тяжелый год. Ну, я надеюсь, что жизнь, она такая же, как зебра. Черный цвет, затем белый цвет. И так вперемешку. Я думаю, что за черной полосой обязательно должна последовать полоса белая. Всем желаю здоровья. Я желаю, чтобы наши дети не болели, наши дети хорошо учились. И всем вообще, всех благ, да, всем казахстанцам. Где находится могила Эртугрула Гази. Необычный караул почета появился в турецком городе Сигют в провинции Беледжик, у мавзолея, где похоронен Эртугрул Гази, отец Османа Гази, основателя османского государства. 13 солдат в одеяниях тюркских воинов 13 века будут теперь дежурить у могилы Эртугрула 365 дней в году. Эта инициатива была задумана администрацией провинции Беледжик совместно с турецкими военными и жандармерией. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devralıyorum. Ha, kola, dön. Tutalım beni, al. Yerlerinize, al. Личность Эртугрула стала необычайно популярной в последнее время в Турции благодаря телесериалу «Дирилиш Эртугрул», что означает «возрожденный Эртугрул». Вместе с самой личностью наблюдается также возросший интерес к доосманскому прошлому турок, в частности к этническим видам спорта, таким как стрельба из лука. К разряду новых таких традиций относятся и почетный караул из 16 тюркских воинов, представляющих тюркские империи, которые встречают иностранных гостей в новом президентском дворце в Анкаре.
Эртугрул Гази, заложивший основу Великой Османской империи, став оплотом и надеждой мусульман всего мира, в течение 6 веков влияла на ход мировой истории, объединила вокруг себя более 60 государств. В исследовании также представлены интересные сведения о легендарных предках Эртугрула, Атиле, Огусхане и другие. О его потомках, султанах Османской империи, рассказывается о роли тюрков в распространении ислама на обширных пространствах Азии, Африки и Европы, о тесных исторических связях с Россией. Слово «Эртугрул» образовано из 2 слов «эр» и «тугрул». «Эр» означает «человек», «воин» или «храбрец», а «тугрул» означает «орел», «большая хищная птица». Исходя из этого, значение имени Эртугрул будет таково: человек-орел, воин-орел или храбрая хищная птица. Напоминаем вам отдельные высказывания Эртугрула Гази. «Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни, но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите поражение. На мужчине всегда лежит ответственность за свою семью, за женщину, за детей, которых она подарила ему. Нет времени на слабость, усталость и уныние. Есть лишь совесть, честь, верность и гордость». Бесчестие подобно порезу на дереве, который со временем делается только больше и больше. Единственное, что следует делать за спиной человека, это молиться за него. Эти слова, сказанные им в назидание потомкам, стали для нас нравственным ориентиром, установкой к действию. В них кладезь мудрости веков. Сегодня очень много туристов посещают могилу Эртугрула Гази в Турции. Эртугрул Гази – истинный герой, пример для подражания для тысяч молодых людей. Кто гибнет в сражении, как доблестный воин, тот имя свое обессмертить достоин. А трус малодушный хоть жизнь свою спас, утративший честь умирает 100 раз. Усердствуй в течение всей жизни, дабы смеяться в день своей смерти от радости, пока другие будут тебя оплакивать. Kızım mayalarda bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu ardı çocuklu gelin ah. Kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başlı olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin, ay gelin ama
yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye. Sarıda zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Yağmurda yağar silahlarım ıslanır. Hadi gelmiş. Dumanda çökmüş şu yaylanın düzüne, ben yandım. Şahlangırat yol göründü gözüme, ben yandım. Şimdi de söz ve müziği, bestesi kendime ait olan Omar Dayı'nın Katırını söyleyeceğiz. Omar dayımın katırı neyi sarsan götürür. Omar dayımın katırı ne yüklesen götürür. Ne ılaflar duydum ben senin yüzden ötürü. Ne ılaflar duydum ben senin yüzden ötürü. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu? Yayla dağı meşeli, dibi mor menevşeli. Yayla dağı meşeli, dibi mor menevşeli. Karşıda kızlar duruyor, elleri ayran şişeli. Karşıda kızlar bakıyor, elleri billur şişeli. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu? Bahçalarda balerik, dallarını eğerik. Bahçalarda balerik, dallarını eğerik. Bize yaylalı derler, güzelleri severiz. Bize çadırlı derler, güzelliği severiz. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler